Цель сеанса – развязать все кармические узлы, которые еще остались, убрать пагубные программы рода, навязанные антимиром с меня и моих детей, Ольги и Артема, а также очистить род. Расторгнуть все контракты, подключки, зацепки с антимиром и цельнозором, потому что с ним я как бы в одном сеансе сказали, это полное очищение, а потом он опять проявился, нашел что-то, какую-то зацепку. Поэтому я его называю очистить себя от скверны, зла, укрепить силу духа, волю, быть на связи с душой и высшим я, следовать своим истинным путем, выполнить миссию, если такая есть, избавиться от темной энергии, насколько это возможно. Аспекты. Первый аспект. Хочу убрать негатив, который получили мои дети Ольга и Артем из-за моего отсутствия, когда я уехала в Америку. Из-за недостатка защиты родителей, внимания, любви, и отказываюсь от поездки в Америку. Второй аспект. Раскаиваюсь. Хочу отменить и отказаться от своих угроз подруге Светлане, которая взяла у меня под проценты деньги от продажи машины и не собиралась отдавать. В то время я встречалась с Андреем, с которым познакомилась, работая в киоске, а он работал в полиции и курировал наш киоск. Я рассказала ему о Светлане и показала расписку. Тогда он пошел со мной и у ее сообщницы Анжелы путем угроз вернул мои деньги с оговоренными в расписке процентами. Прошло время, и Анжела зачастила ко мне, прося опять денег под проценты и заверяя, что их цветочный бизнес процветает, и все будет прекрасно. Андрей сказал, ну дай ей под расписку, если что, заберем опять. На этот раз история повторилась, а они сами скрылись. Примерно тогда я потеряла работу, а поиски другой были безуспешными. Это были 90-е годы. Также оказалось, что Светлана обманным путем набрала у всех своих знакомых 50 тысяч долларов. Андрей предлагал выйти за него замуж, но он был моложе меня на 10 лет и страдал сильной алкогольной зависимостью. Я посоветовала ему найти жену помоложе и заиметь ребенка, пожелала ему стать счастливым, а сама уехала в Америку, так как не видела другого выхода. В Америке я очень волновалась и скучала об оставленных детях. Однажды вечером меня охватила тоска по ним. Тогда мне казалось, что из-за потерянных денег я нахожусь в разлуке с детьми. И виновата в этом Светлана, у которой все прекрасно. Я набрала ее номер телефона и оставила сообщение, что если она не вернет моим детям деньги, то ее дочери отрежут пальцы. Я хотела напугать ее и испортить настроение, и ничего подобного не собиралась делать. Теперь я очень раскаиваюсь в этом обвинении и угрозе. Отменяю и отказываюсь от своей
жестокой угрозы, глупой. Я понимаю, что дети – это святое, свои они или чужие. Прошу прощения у Первотворца, своего высшего Я Светланы, и прощаю себя. Следующий аспект, третий. Отказываюсь и отменяю и не употребляю давно алкогольные напитки. Также отменяю и отказываюсь от употребления мной алкогольных напитков в прошлом. Тот период моей жизни, когда считалось нормой отмечать все праздники, дни рождения, встречи с друзьями и родственниками, распивая алкоголь. К сожалению, этой пагубной зависимости страдает вся мужская половина рода, в котором я воплощена. В том числе мой сын борется с наркотической зависимостью и очень много курит. Хотя на 2 сеансах отказывался, и через мои сеансы было снято с него очень много программ и воздействий в этом плане. Следующий аспект. Когда я находилась в Америке и позвонила своим детям, Ольга сообщила, что они с Артемом не ладят, ругаются, и он даже одну ночь спал в подъезде. Тогда у меня еще не было документов, чтобы съездить к ним. Я пошла в церковь к иконе Матери Марии и стала просить ее помочь моему сыну. И как чудо, на следующий день к моим детям пришла соседка Марина, которая была в то время вдова и жила над нашей квартирой с 3 сыновьями. Так совпало, что я волнуясь в этот момент опять звонила своим детям и согласилась на ее предложение. Марина была верующим человеком и работала в киоске при церкви, где продавались иконы и другие атрибуты веры. Она брала моего сына с собой в своих поездках по монастырям. Вот как расследование показало, где ночью к нему явился темный дух и внедрил ему биполярное расстройство. По ее словам, ее свекр был черным магом, и она отмаливала своих детей. Сейчас я категорически отказываюсь и отменяю свое решение позволять жить Артему в этой семье. И отменяю его это проживание там. 5-й аспект. Хочу полностью очиститься от ложных знаний и учений, полученных на YouTube, из эзотерической литературы, а также эзотерических практик, медитаций, ритуалов, служений, которые были ложными, навязанными обманом и не вели к свету и истину. Хочу вернуть потерянную энергию. Следующий аспект. Когда я работала инженером по научной организации труда
Мне дополнительно вменили в обязанность контролировать дисциплину на рабочих местах продавцов и делать им замечания со снятием премиальных. Я это очень не любила делать. И сейчас отказываюсь и отменяю эту навязанную мне работу. Следующий аспект. Хочу убрать дрожание левой руки после одного из сеансов. Оно ушло на 1 день, но потом вернулось. Какая причина? Хочу также знать причину боли под лопаткой в правом боку и убрать ее. Также хочу убрать герпес, который часто появляется на крестце. И хотелось бы знать имя моего высшего Я. Все у меня. Людмила, вот эта ситуация, когда ты ходила молиться Матери Марии, хочешь ли ты это отменить? Я отменяю свой поход в церковь и обращение к Матери Марии. Это было до того, как я отменила все религии, от себя отделила и ушла из религиозных эгрегоров. Напомни, пожалуйста, имя отца и матери. Мария и Владимир. Моих? Да. Угу. Мария и Владимир. Угу. Хорошо, у меня вопросов больше нету. Что, Виктория, попробуем с этими отбойниками. Ты слышал? Они сейчас выключили? Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Давай это опустим. Угу. Отсоединись от всех и всего. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. 1, 2, 3. Угу. Да, я ее вижу. Считываю, это она. И у нее вот так, где висок, чуть-чуть выше, идет такая подключка, как будто бы металлическая, с таким набалдашником каким-то. И вот она такая плотная, считывается вот буквально как металл, уходит в сектор магии. А когда я только погрузилась, сразу услышала Марина и слышу, наколдовала на смерть. И вижу, что это связано с ее детьми. Вот. Угу. Так, сейчас я отсоединяюсь от Марины, возвращаюсь. От Марины идет, да, у нее такая черная, огромная энергосфера, которая такая плотная, черная, и она вот так давит на энергосферу с левой стороны, на Людмилу, а у Людмилы вот так как будто бы рука, вот так просто такая, как считывается металлическая, как металл, и падает, отваливается. Угу. Сейчас я считаю эфирное ДНК. Угу. Считай, Виктория, эфирная ДНК, Людмила ли это? Да, это она. И у нее из-за этой магии на глазах считывается поволока. Такие импланты, как будто веки металлические вот так прикрывают. Считывается, чтобы не узнать правду. То есть это программа защиты этой магии. Это как вот этот, прошлый сеанс. Людмила, как бы оно всплыло, да, что это имя, но и после этого только вот видишь, Людмила, Марина, оно идет. Людмила вспомнила этот аспект. Так, вот так сработала эта программа. Хорошо, Виктория. Давай считаем эфирное. Да.
Ну, опять считать, да? Хорошо. Считай эфирный ДНК, Людмила. Она ли это? О, да, это она. Я вижу две субстанции ее. Вот эта личность, да, то есть личность — это вот эти все программы, это все, и оно стоит вот как это все такое напутанное перед ней, перед ее истинным я, а она стоит как ангел, а истинное я как ангел с такими огромными крыльями, и крылья такие длинные, и вижу, что ее ноги и крылья как будто бы стоят в смоле, почернели. И вот эта левая рука черная. Угу. Спроси Виктория, у Людмилы разрешает ли она потрудиться с ней для нее? Она говорит «да». Угу. Так, что это на глазах у нее за поволока? Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Находится женщина перед иконой. Звучит вот так прям очень громко «Марина». И вижу, что так идет просто информация, что отдала своим детям. Считывается репутацию сына Артема. Она его называет сыном. Так. Хорошо, приказывай этой Марине отвечать, что она делает в пространстве Людмиле. Она показывает, что, говорит, мои дети дерутся. И она показывает, как эти мальчишки как будто бы бьют друг друга. Энергетический дисбаланс. И у нее такая вот здесь появляется как будто бы лампочка, такое свечение, вот так вдруг. Идея, озарение. Она видит, что у этих детей подключка вот от каждого, от ребенка, вот идут такие подключки, они считываются металлические. Считывается генетическая память вниз. Эгрегор передачи наследственных программ, убийство, самоубийство. То есть это разрушительный эгрегор, саморазрушение. Магия. Колдовской эгрегор, да. И что она сделала по отношению к Людмиле? И я вижу, она считывается церковный ритуал, она в церкви как-то представляет свечи, местами их как-то меняет перед какой-то иконой, а эта икона как портал открыт, прямо такой внутрь затягивает. Пресвятая Богородица, защитница, считывается почему-то мануальных детей. Как это мануальных? Потрогать как-то. Ну, физический контакт. Да. И там такой, как туман, такой так затягивает внутрь. А Марина стоит и делает какой шепчет и переставляет местами эти такие длинные свечи на подсвечниках. Она вот так их как-то переставляет, местами меняет и говорит: мой сын, твой сын, какое-то заклинание делает. И вижу во время этого ритуала, там же в секторе магии находится и Артем, то есть ее 3 сына. Она, это я ситуацию вижу по отношению к Людмиле, это ситуация, да?
И эти дети такие очень негативные, бьются, да? Как будто бы черти, просто черные. И такой светлячок, такой светлый Артемушка. Артемушка. Такой в шарике, в таком сияющем. И она берет этот шарик, это свечение, энергию эту, и одевает вот так на детей, на своих. А Артемушка, он считывается, Артемушка, он вот так вот почернел и спускается вниз, в сектор интерферента. И там такая сущность с хвостом длинным, такой толстый хвост, хватает его, как бы забрала, считывается принесенный в жертву каким-то алчным духом. Так. А Марина в это время, вижу, у нее выросла такая, она так успокоилась, стало ей так хорошо, такая довольная собой. И на голове выросла такая черная корона, и как будто бы на этой короне такие лучи, а на лучах такие шары. Я слышу эти лучи, это моменты презрения к чужому ребенку. Хорошо, понятно. Так, а видит Людмила, что эта Марина колдует на ее Артема? Я вижу, что она видит и вот так руки заламывает в такой горечи и печали. Спроси Людмилу, почему она позволила этой Марине воздействовать на ее сына? Я вижу в секторе интерферента появляется такая как рука, как перчатка черная, которая вот так вот как будто бы бьет. Считывается родовое проклятие. Кто находится в секторе интерферента, приказу проявить согласно эфирной ДНК. Отвечать, кто он такой. Я вижу там в таком шарике, он считывается почему-то голубой. Ну да, голубоватый такой шар, там это пространство, там прописана информация в этом шаре, в этом пространстве. И я вижу в этой ситуации, там Людмила находится. И она так стоит и перед иконой считывается Божья Матерь. И эта икона такая почему-то разделена вот так по вертикали. И так она смотрит с этого, но она разделена, то есть вся половина, одна у нее такая гипнотическая, а головы как будто бы правой части нет у этой Божьей Матери, а только левая, а с левой стороны такая черная, вся левая сторона черная. А с этой, где голова вот эта, считывается горгона, такая, как змея смотрит на Людмилу, и прямо ей вот так на глаза и образуются вот эти импланты. Это импланты вот неразвлечения добра и зла. Вот, и в этот момент я вижу, вот так происходит, как будто бы кто-то взял швабру, так тук-тук вверх. Постучал, это дух изнутри. И слышу Марина, а на втором этаже вот так вот надстройка такая, как гипнотическая. Марина быстро засобиралась и побежала вниз. Считывается забрать чужого ребенка. И это все находится в области, я слышу, казуальных аспектов. То есть это в пространстве личного выбора. Так, когда Людмила молилась у этой иконы, был ли контракт или соглашение? Да, было соглашение отдать Артемушку Марине.
То есть на подсознательном уровне вот эти энергии, вот эта икона, она стала связующим звеном. Считывается идол. То есть это вот ошибка, да, потому что обратилась не к Первотворцу, не к Вселенной, не к своей божественной душе, а к идолу. А идол – это ошибка, это не Бог, да, то есть… сейчас интересно посмотреть, как идет ее внимание. Оно вот отсюда идет, вот так, а потом отбивается резко от этой иконы, и просто как металлический, вот почему металл, просто как металлическая труба и с такими набалдашниками какими-то, просто в сектор интерферентов. Считывается подготовленный мираж, то есть программы уже как готовые, только люди встраиваются, то есть вот эта религия, она вот так создана для того, чтобы людей вот так уже просто захватывать в эти. И те, кто, вот Люда обратилась, и она сразу встроилась в момент в эту конструкцию, в этот шаблон. Так, она отдала Артема. Что взамен она получила? Я вижу, она взамен получила вот эти импланты на глазах, эту руку, этот имплант. Сейчас я посмотрю, что тремор, слышу тремор, неспособность различать добро и зло, различать энергии. Я слышу упование на демонов, вот на этих черных. То есть она обратилась вот как бы к ложному, и сразу же на подсознательном уровне, на самом тонком уровне имеет значение полный спектр этих проявлений. Да? На самом деле источник этого идолопоклонства, этой религии является как бы демонические структуры. Вот вся энергия туда и ушла. И я слышу подчинение демоническим контрактам. Какой-то союз я слышу. Что ты слышишь? Союз. Союз. Давай договоримся, когда они будут сверлить, мы будем как бы повторять. Будешь спрашивать, когда они перестанут. Хорошо. Хорошо. Союз. Что это за союз, между кем? Я вижу, в секторе интерферентов находится как будто бы такой, считывается плацдарм, такой как диск. На этом диске вокруг по краю стоят такие шары черные. В одном из этих шаров вставляется вот так, считывается Артемушка. А этот называется союз. И вижу, что к этому Артемушке, к этому шарику, вот это свечение, которое было, да, то есть произошла замена. Руки, Людмилы руки, материнские руки, вот так тянутся постоянно к нему. Я слышу угроза жизни. Отдать на расправу. Отдать на расправу. А что это за диск, вот этот плацдарм? Как он считывается? Что это за конструкция? Считывается союз эгрегориальных структур демонической системы управления душой. И это вот так в эфирном пространстве выглядит как такой плацдарм с этими шарами. То есть, а потом вот так пошел вниз, как такой вихрь. Пошел туда вниз. Да, хорошо, Виктория. Спроси у Людмилы, видит ли она этот контракт, на что она согласилась. Да, она видит. И вот так вот ужасается, да.
Мгм. Передай ей, что Людмила, ее рациональная часть, отказывается от этого поклонения идолам, ходить в церкви и обращаться к этим демонам. Пусть она откажется. Да, оно идет мне, что материнские инстинкты, то есть они зацепились, вот эта Марина зацепилась за материнские инстинкты и за, я слышу, самосохранение, да, то есть вот, и я вижу, что Людмила вот так как будто бы такую пелену с своих колен снимает, как будто бы она все время это стояла на коленях, и на коленях такая, как вуаль. И она снимает эту вуаль, выбрасывает, встает на ноги, берет вот так вот эту икону, она считывается деревянная, с таким вот стержнем металлическим внутри. А этот стержень, вот это металл, это как разделение, считывается как разделение и отсутствие ментального разума. Вот без правого полушария, как будто она берет эту икону, выбрасывает, и вижу, как она выходит с этого эгрегора вверх, и ее руки вот так, вот эти, которые тянулись, чтобы спасать Артема, они держат ребенка, вот этого шарик, поднимается вверх. Так, оно вот так отшелушивается и отпадает. Сейчас нужно Марину, чтобы... Пусть Людмила приказывает этой Марине отказываться от общения, ну, обращаться к ней, пусть отказывается, и приказывает ей убрать ее воздействие от нее и ее Ее сына. магию, да. Людмила говорит, что отказывается принимать ее, этой Марины, цикл перерождений ее сына, то есть Артема. То есть колдовство было направлено на перерождение, переброс родового наследственного кода на чужого ребенка, отказ от кармических привязанностей к свекру. То есть она таким образом, вместо того, чтобы решать экологичным путем, она сделала ритуал магии для того, чтобы перебросить вот этот код этого духа на Артема. То есть вместо того, чтобы решать кармические задачи, она вот просто занимается перебросом. Эзотерическим путем пошла. Магическим, да. И я вижу, как эта икона, возле которой она там стояла, вдруг вот так вот раздваивается. Раздваивается на двое. А эта Марина, ее жжет, руки вот эти подсвечники, оно в эфирном пространстве, она постоянно, это же движение, то есть зацикливание действия. В эфирном пространстве она постоянно вот так вот это меняет вот эти, то есть ритуал этот повторяется. Вот так. А сейчас она почувствовала вот эту карму, и вижу, как зрение Людмилы вот так просто, вот так смотрит на нее, и она сильно уменьшается. Я передаю Людмиле, чтобы она приказывала, пусть это Марина забирает ее руками всю магию и вернет всю энергию ее Людмилы сына Артема, а также все последствия, все несчастья, которые испытывала Людмила из-за ее магии, пусть эта Марина забирает к ней же. И она вот так забирает, но постоянно хочет как бы перебросить карму снова на Людмилу. И палец такой корявый орет, что ты сама виновата. Сейчас я замораживаю эту ситуацию, и этот корявый палец, сейчас я с ним поговорю. Сейчас я вот так вот, как под стекло, эту ситуацию. Сейчас я читаю информацию, на что она притянулась.
Я вижу, что вот эта перчатка черная, слышу отрезать пальцы. А от этой перчатки, это в секторе интерферентов, тянется еще ниже. Я слышу пространство отдачи денег. Там Людмила вот так как будто бы из кармана вынимает такой шар сияющий. В шаре такой автомобиль, считывается собственный потенциал. И я слышу, разменивает, вот так разменивает, создает долговую яму. Когда это произошло впервые у Людмилы, когда она разменивала, когда это произошло? Я слышу имя Анжела. Так, приказывает. И я вижу, что эта Анжела в эфирном плане считывается как какая-то сущность, бездушное существо с огромным хвостом, вот так вот идет, и вот это так колышется, этот хвост, и рога, на голове рога, и такие пальцы черные, корявые, как у Бабы-Яги. Считывается забрать потенциал, а отдать людоеду, Люциферу. То есть она выступает как, я слышу, ангел тьмы, посланник мира тьмы. На что Людмила согласилась, когда отдавала этой Анжеле деньги? Согласилась на это? Получить прибыль, я слышу вот так, прибыль. И рука вот так раз, как будто бы говорит вот так, прибыль. Видит Людмила, что она на самом деле получила? Да, она говорит, я отказываюсь получать прибыль, но смотрит куда-то вниз. Там на это еще на что-то притянулось. Давай посмотрим. Где еще Если зацепка? ниже, я слышу уличить себя в неверности. Когда это произошло, когда она уличила себя в неверности, что это за ситуация? Ну, вот эта ситуация, которая она отдала деньги, держится на ситуации, которая звучит как неверность. То есть там она неверность проявила, сейчас посмотрю кому, а здесь это как будто бы следствие уже. Кому она неверность? Где это была ситуация? Сейчас я посмотрю, оно вот так закрыто, как черный чуланчик такой, и там такой сияющий шар, а в этом шаре маленькая девочка, и она со стола берет что-то. Ну, маленькая девочка, ну, вот так стоит возле стола и вот что-то берет, кушает. Посмотри, Виктория, что она берет со стола. Оно почему-то звучит как магический концепт. Какая-то энергия, как будто бы закрутила ее вот так. Что произошло? Что на физике было. Что произошло на физике, когда она брала со стола? Так, я вижу, что брать со стола это как метафора читать пропаганду дьявольского мира. Я вижу, что в это время она сидела и читала какую-то книжку. Она была еще таким то ли подростком, то ли ребенком. Может, лет 10-12. Что это за книга, которую она читала? Сейчас я посмотрю. Эта книга наполовину черная, а наполовину как будто бы светится. Там, где черная, там какой-то символ.
какой-то символ, как будто бы 3 пирамидки и какой-то диск. Угу. Это где черное, что такое, да. А там, где сияние, оно считывается как эзотерический аспект, знания о Вселенной, искаженная реальность. Так. Спроси у Людмилы, видит, что это знание искажено. Даже не так. Подожди, Видит... подожди. Сейчас Да. я куда-то... Это как будто бы книжка Марк Твен. Я рассматриваю, а что же там такого магического? Я когда смотрю, то оно идет, что она говорит, что она прицепила себя во время чтения этой книги к религиозному эгрегору. Каким образом это произошло? Я вижу, что считывается путем переключения. То есть в эфирном пространстве пошло перезамыкание. Ну, как бы это объяснить? Нейронная связь, да, есть как бы нейроны, которыми управляют наша божественная часть, нейронная сеть в сознании. Есть нейронная сеть, как мы говорим, матрица, антимир, темная, которая руководится программами. И вот там произошло как бы перенаправление внимания и переподключение от естественных связей, потому что мозг всегда ищет что-то незнакомое, если попадается, да, то мозг ищет, что с этим связано, что-то известное уже. И произошла какая-то переподключка. То есть была к магическому эгрегору, да. Была именно к этому вот. Была правильная логика по исправлению ошибок, а после этого произошло искажение, да? Да, и она подключилась к этому эгрегору, который вот, в котором был, ну, как захват детских душ. Там и религиозные эгрегоры, вся система, то есть это союз всех эгрегориальных структур и всех программ. Вообще оно считывается как люциферианская система управления душой, управления сознанием. Угу. Хорошо, спроси у Людмилы, видит ли она эту ситуацию, что произошло с ее нейронной системой. Да, она видит, она берет эту книжку и вот так переворачивает ее и смотрит, что этой черной частью она привязана к этому эгрегору. И по этим нейронным связям, то есть в матрице, эгрегориальной матрице антимира уже есть запроектированный сюжет для будущей жизни для человека. И подключившись к этой матрице управления жизнью, человек начинает, вот я вижу, буквально как будто бы так отделяется от своей сущности божественной, и эта личность, да, все дальше и дальше отделяется от божественной сущности человека, от его божественного «я», и начинает жить своей собственной жизнью. И я слышу, что начинает подпитываться от энергетического своего двойника. То есть она перебирает на себя, вот взяла роль главного. Управляет. Да, она как бы захватила внимание, потому что ну,
на себя взяла вот эта вся структура. Так. Оно так и звучит, вот ложное я. То есть, потому что оно связано, оно, вот эти все связи нейронные, это все идеи, кто я, что правильно, что неправильно. То есть это вот эта субличность. И вот она, как эта матрица, как мы же так и говорим, матрица, да, вот она, есть ее личная, в личном пространстве, и она связана в общем пространстве к эгрегориальным структурам, которые управляют всем человечеством. Все вот эти двойники божественных душ, эти ложные я, управляются с этого одного нижнеастрального эгрегориального сосуда. Так оно и звучит. Вот поэтому оно и шло, вот это, что она как будто бы кушала, да, взяла покушать. То есть сосуд – это то, что кормит, подкармливает, да. Ну да, все наживка. энергия, да. Вот эти все, много-много всяких эзотерические, религиозные ловушки, мыслительные ловушки и так дальше, это все как подкормка, наживка, наживка на этого, на жреца, да. Угу. Так, что за Людмила получила, когда прочитала эту книгу? Какие-то программы у нее появились? Она подключилась, вот так вот произошло, пух, то есть ее логика как бы сломалась. Она перенаправилась, то есть ее вот эти запросы естественные, которые задает себе сам человек, кто я, что я, и вообще эти все запросы начали перенаправляться в эти эгрегоры. И поэтому вот я вижу сейчас тот момент, когда она обращалась к Богу, да, то есть она же хотела как лучше, она же не желала ни себе, ни ребенку своему зла. Наоборот, с наилучших побуждений, то произошел захват энергетического потенциала и перенаправился вот туда. А начало этого, вот этой поломки, ну, я слышу Марк Твен, она вот так переворачивает эту книгу, Марк Твен. То есть это могла быть просто какая-то ложная идея или момент гипноза в этой книге. То есть разнополярные какие-то утверждения, даже в одном предложении, например, в одном понятии, которые сделали вот такой раздрайв в мозге, да. Подсознание открылось, и туда вошли вот эти негативные энергии. Понятно. Это своего рода как гипноз. И поэтому вот это все разделение, я видела вот эти иконы, то есть это как бы дублируются те же самые программы, но в разных уже вариациях. То есть это гипноз, открытое подсознание, вот там вот этот момент. Хорошо. Если хочет, пусть Людмила отказывается принимать эти идеи. Да, сейчас с этой книги связано вот такими ниточками, они такие, вот голубой цвет, они бегут такие вот прям энергии голубые, как связывают, как нейронные связи так бегут, показывают нам визуализацию, да, вот точно так же. Я слышу уловки, эзотерические уловки. Так, сейчас я посмотрю, куда это они расходятся, эти лучи. Они вот так прямо расходятся от этой книги, от сектора магии, много-много, и прямо до сектора интерферента. Куда уходят эти лучи? Оно все считывается уличить во лжи. То есть она эзотерические эгрегоры, практики, магические действия. То есть все это потом начало срабатывать, как бы на каждое действие есть противодействие. То есть она начала как бы миссия подсознания, с одной стороны, чтобы найти этот момент гипноза и устранить его. Но с другой стороны, оно работало как гипноз и как магнит, который натягивал вот эти похождения по разным эзотерическим сектам, практикам.
И в секторе магии такой маленький, крошечный такой кто-то, колдун такой, с шапочкой, в таком плащике. И он что-то так, как факир, вот так что-то крутит. Какой круг такой у него. Вот этих много, а он один. И эти полосочки как будто бы одни оторваны, что-то там оторвано от них. Подключка идет, сейчас мы посмотрим, одна в сектор интерферента, как будто бы в гипноз так погружается в туман. А в секторе магии такая черная. Вот этот стоит и крутит какой-то... Как факир. Приказывает тому колдуну отвечать, кто он такой. Так, появляется такая длинная борода и черные глаза, такие, как бы у улитки на выносе. Угу. Руки показывает руки мужские. И держит, я слышу, бразды правления человеческой жизнью. Я ему приказываю проявиться, кто он. Он говорит, что он взял миссию господина мира. У него появляется кнут в руке, такой, как цыгане имеют мужчины, красивые такие, я видела. Кнут такой, как цыганский, разноцветный, желтые, красные, все переплетено, как будто бы из змеиной кожи. И он так этим кнутом вот так делает. Называет себя Илья Монастырский. Я ему приказываю говорить правду, кто он. Он что-то там пищит, как комарик. Сейчас я расшифрую. Он говорит, что я его придавила. Я ему приказываю называться, кто он. Приказываем отвечать истину. Он говорит, что я удалила его из жизни. Как это? Кого не удаляла? Он говорит, что я запретила ему распространять его эгрегор смерти. И показывает такой смерч, огромный смерч, который разделен на двое. Он считывается вот энергией, которая затягивает вот так. Один такой сияет, такой гипноз, но такой очень агрессивный. А другая половина, вот так черный это. Он сейчас, а внизу этот эгрегор, я такого еще никогда не видела. Он вот так разделен, такой жуткий. А внизу вот эта пластина черная с этими вот штуками. Что это за пластина черная? Союз. Вот этот союз. Тот же самый союз, да. Эгрегориальная эта система. Да, да. А он как будто бы считывается так, возомнил себя царем Всесвіту. Слышу Всесвіту. То есть именно не антимира, а Всесвіту. Божественной части Вселенной. Ну, это его мнение. Так кто он такой? Что от него осталось? Он говорит, Цилья, Цилья так и звучит. Как-то оно раздроблено все. Вижу экран, вижу Илью в шапочке, и там такой вот этот кружочек у него на голове. Это тот же, которым вот он крутит, зацепляет. Это зацепка, вот крючок. Вот этот символ Цельнозора, это крючок. Вот это кушать. Так, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Людмилы. Он показывает, вот так говорит, я уничтожаю ее. И вот так его руки с сектора магии вот так тянутся в тот эгрегориальный фокус, какой-то фокус, где ее внимание находится. Вот там.
И именно к этому гипнозу, в этой книжке. Сейчас я посмотрю поглубже, что же там за гипноз. Угу. Так, о чем это? Сейчас я спрошу Людочку, что же там она... Что ей так... В чем состоял гипноз из этой книги? Она снова говорит, что она перенесла себя. То есть произошло как бы наложение. То есть она вот, я слышу, возомнила. Вот оно что. Она возомнила себя, буквально я слышу, автором этого героя. Она начала как игру фантазировать, фантазия. Угу. Да, довольно распространенный гипноз. Я думаю, большинство людей, читающих фантазии, всякие этих авторов, принимают на себя их жизни, тем самым принимая и это мировоззрение. Так. Угу. Так, ну что, Людмила, пусть она отказывается от этого гипноза. Да, я слышу, пошла перекачка энергии. То есть она энергию свою начала отдавать, там вот это произошло переподключение. И вот я ее вижу в эфирном плане, она вот смотрит, этот стол стоит, и она так видит вот эту наживку, типа пища для ума, да? Это метафоры, мы же так и говорим. И она так рассматривает и видит, что это оно выглядит как еж колючий, который вот расползается вот так этими, как живая штуковина. Это вирус. Это как грибок, знаешь, вот, расползается такими, это буквально как плесень, вот так вот. Эти такие споры длиннючие. Да, это так и считывается грибок сознания, то есть инфекция сознания. Я передаю Людмиле, видит ли она это все. Она видит, и я вижу, как она вот это все пережевывает внутри, этот шар, который она жует, он начинает разделяться. Вот как книжка была разделена на светлую и черную, вот так оно... Икона. Угу. Как икона У нее и книжка, и икона, все было точно вот так вот. же, да? Да. И вот это то, что она жует, то есть она выплевывает, и я вижу, как отделяется вот этот шар, оно вот так вот, матричная система светлая отделяется от матричной черной системы. И вот так уходит вверх, и я вижу, как у нее вот здесь, во рту, происходит как свечение. Вот эти горловая чакра, все начинает вот так светиться, и я вижу, что в этот момент, там, где она отдавала эти деньги, под проценты, сейчас она пересчитывает их и забирает обратно свой весь потенциал. И я вижу, что она, вот ее энергия вот так прямо заходит в тот момент, где эта Марина колдовала. Потому что в пространстве у Марины находится энергия Людмилы и ее ребенка. Поэтому она зашла в пространство Марины, просто вижу, как переставляются обратно эти свечи, и они вот так переворачиваются, и прямо в голову этой Марине она убегает. Я передаю Людмиле, чтобы она сжигала в ее личном пространстве эту Марину и стирала со всех информационных полей всю информацию, когда она предала своего ребенка, предала себя. Я вижу, как эта книжка вот так вот вырастает, становится как пирамида, и вот так прямо затрещала и разломалась надвое.
и оттуда выходит, я слышу, чистое сознание Людмилы. И я передаю Людочке в тот момент, что она божественная, истинная, искренняя душа. Пусть она посмотрит на себя и уберет вот это воздействие, у нее вот так разделено сознание и подсознание, то есть вот идет, это у нее в пространстве вот так разделение пошло. Вот это как раз из той оперы, знаешь, что говорят, что каждый человек проецирует свои внутренние программы на мир. Вот оно так и работает. Я спрашиваю ее, видит ли она это, а она вот так стоит, а она как будто бы лезвие вот так у нее. Она так то с этой стороны посмотрит, то с этой стороны посмотрит. Сейчас я посмотрю, откуда это лезвие куда-то в сектор магии тянется. Черное лезвие. Как будто бы секира такая огромная. Алебарда. Сейчас я смотрю и вижу, там кто-то как будто бы лежит, такой белый. Что это за... Вижу рот. Кто-то в секторе магии. Гипноз. А это Мона, а сзади нее стоит, я слышу, рептильный мозг. Стоит как будто бы рептилия огромная. И вот так внушает Моне. Мона у него вот так вот здесь, а он просто вот так смотрит ее глазами. Считывается, что он внушает Моне, и я вижу, что это в этом демоне черном экранчик, вот этот цельнозор, шапочка его с таким знаком. И в этой шапочке с этим знаком вот этот колдун стоит, и вот это там машет этим символом. Но это же всем известно, даже, что символы для этого и созданы, для того, чтобы зацеплять. Логотип для этого и создан. Логос, да, логотип, то есть это направление энергии, куда он направляет. И Мона там проявилась, вот ее вот этот род. И я слышу, что она говорит блуд. Что приказывать? Приказывает ему не отвечать, что она делает в пространстве Людмилы. Что это за блуд? Она говорит, что она выискивает. Я вижу, что вот она говорит, а от нее вот такая идет волна, как змея. Знаешь, змея как ползет, точно такая же гипнотическая идет волна. Идет вот прямо сюда. Она говорит, что зацикливает временные параметры событий, увековечивает магию сознания. Что это обозначает, увековечивает магию сознания? Вот это она говорит, вот так, видит, вижу эти импланты, да, черные на глазах, то есть подчиняться защитным механизмам магии, не видеть, не распознавать магию, не распознавать насилие, не распознавать угрозу своему существованию. То есть она делает, чтобы Людмила чтобы Людмила не разобралась, да? Ну, это в любой скажем так, негативной психотехнике, агрессивной, гипнотической, всегда уже встроены внутрь вот эти программы защиты, чтобы человек не смог это распознать. Ложь. Ложь – это как раз и есть, вера в ложь – это как раз и есть тот защитный механизм. Я так и слышу. Потому что я только подумала, что же это за механизм такой. И мне сразу идет ложь. Понятно. Хорошо. Мона находится в секторе магии. Пусть Людмила приказывает ей, ее руками забирать все ее воздействия, ложь, обман, насилие.
Я вижу, как Людмила снимает из Артема. Артем у нее вот здесь стоит такой, как подросток, маленький почему-то. Она его с него снимает как какой-то, считывается козырек, но он у него вот здесь, как колесо такое. И она вот это с него снимает, и вот я его вижу лицо, и он вылетает как ангел отсюда. Передача гипнотических сеансов. Я передаю Людмиле, чтобы она отменила все моменты, когда она предавала себя, предавала свою душу, предавала своих детей по незнанию. И пусть отдает карму всем этим служителям тьмы, которые подбираются к человекам для того, чтобы их соблазнить на смерть. Пусть карму отдает, потому что когда люди получают карму, так да, у них есть шанс исправить ситуацию. Угу. И пусть приказывает, я ей передаю, чтобы Мона забирала ее же руками всю ту магию, всю ту ложь, которую она использует. Угу. И также пусть приказывает Илье забирать его руками все его воздействия. Я вижу, он вот эту штуку, которую вот так крутил, она ему сама как ляпнет, просто в мозг считывается, в лоб. Вот, там, где это его символ, да, просто туда как шмякнет. И вижу, как такие черные вот эти, как паутина энергии туда уходят. Передаю Людмиле, чтобы она забирала, возвращала свой внутренний весь потенциал, потерянный во всех этих эгрегориальных структурах. И пусть забирает своих детей со всех тех эгрегориальных структур, к которым они подключились из-за незнания Людмилы. И я вижу, как эта девочка, которая вот там пробовала в секторе магии, она вот так подскакивает и эту подключку убирает. То есть на это все уходит. Я передаю Людмиле, чтобы она, вот аспекты ее, да, цель, что ее сознание, и я ей показываю даже не цель, а действие, что она переподключается к священной материи жизни. И вижу, как начинает вот так отсюда, где вот здесь, левое полушарие, начинает все сиять. И она поднимается вверх. И я слышу аспекты блуда. Вот это блуждание по этим. И снова эта икона уже на каком-то другом измерении, в меньшем. Она снова ее бросает. И вот это пульт управления к сердцу уходит. И я передаю Людмиле, чтобы она сейчас проверила работу внутреннего критика и закрыла все те моменты, где она доверяла лжи, и пусть убирает из своего сознания, подсознания все те эгрегориальные структуры, энергии, чипы, импланты, влияние людей, их слова, их мысли, их движения, любые гипнотические проявления, насильственные в любом виде, в любом воплощении, в любом измерении, на всех уровнях ее божественной души и физического проявленного тела. И пусть закрывает внутренний критик и восстанавливает естественную защиту, то есть чистоту, гармонию и приверженность принципам священной Вселенной. И я вижу, как это все происходит. Я передаю еще, чтобы она посмотрела вглубь своей божественной души и закрыла все входы. Я слышу чужестранца. И вижу, как такой, как эфирный двойник этого черного мага с этим капюшоном, но прозрачный такой, просто выходит с ее внутреннего критика.
Я передаю Людмиле, чтобы она забрала свою энергию и свое одобрение любой форме лжи, в любом проявленном и непроявленном формате, и восстанавливает целостность ее божественного духа. Пусть ее божественный дух, это я всегда вижу, когда берет, активничает живой творческий дух человека. То есть, когда человек выбирает, делает выбор по конам Вселенной, по своим собственным божественным планам, да, тогда это вот признак духовного человека. Я передаю Людмиле, чтобы она сейчас посмотрела на этого, оно таки считывается, оно стоит, ее ложное я, к ее ногам, там где ноги стоят вот так. Вот идет такая полоса серая, так далеко-далеко этот эфирный двойник, или, скажем так, личность, субличность, да, и она такая стала маленькая, но очень плотная еще. Я передаю Людмиле, что это ее субличность, это ее проявление, это она, пусть она сейчас примирится сама с собой, вот, и возьмет контроль над своей собственной жизнью, над жизнью ее божественной души. И вдруг эта штуковина, эта субличность серая, она начала скукоживаться. Она вся такая, как будто бы из паутины сделана. Она скукоживается и проваливается в сектор интерферентов. Сейчас я посмотрю, что это. Она считывается как суборигинальная личность, и она проваливается туда вниз, а внизу что-то происходит, как будто бы в такую щель. Я вижу, что это серые энергии, они считываются как взаимодействие с люциферианским царством. А там в этом нижнем пространстве, куда она провалилась, пошла замена. Там такая же запутанная, сияющая ее душа. Я передаю Людмиле, чтобы она вернула свои энергетические, естественные настройки, ее логику божественную, и вернула всю ее конструкцию, и вдруг произошел какой-то как скачок. И звук даже такой. И я вижу, как вот эта полоса, которая разделяла ее, уходит. И она начинает себя вот так смешно, как будто бы изучает себя, вот так смотрит. Сверху вниз так, как будто бы сшивает себя в единое целое. И вдруг включается Тор, и она поднимается вверх. То есть эти аспекты проработаны. И она, ее высшее я, вот я слышу, она уже вот находится в таком пространстве. Там гармония, там я слышу как будто пение, гармония. Так, значит, аспекты проработаны, да, Виктория? Да. Ну, вот эти, которые всплыли в первую очередь. Вот этот гербис, который часто появляется на крестце, я так понимаю, это тот грибок, который появился после прочтения этого Марка Твена. Сейчас я посмотрю, что это такое. Что это за гербис? Герпес. Герпес, да? Ну, это как, я слышу, проявление реальности. Это физиологический объект эстетического выбора. Так, а эстетический выбор находится вот где-то, вот где принятие решений. Сейчас мы посмотрим, что это за эстетический выбор. Вот оно что. Интересно. Эстетический выбор – это, оказывается, выбор гармонии между гармонией, вот она вот так находится, вот так, в
в сектор первотворца переходит, и дисгармонию. То есть, что человек выбирает? Гармонию, то есть эстетика – это гармония своей божественной душой. То есть сонастройка. Угу. То есть это сонастройка, ну правильно, с чем человек сонастраивается, то он и проявляет. Те энергии в нем проявляются. Да, говорят, болячки от нервов, да. На что человек Это настроился. психосоматика. Да, психосоматика. Вот, я передаю Людмиле, и вот я вижу, что этот герпес, он связан вот и с тремором, с этой дрожащей рукой. Да, это считывается как аспект выбора. Угу. Так, вот эти зацепки, которые связаны с этим герпесом и тремором, Людмила уже убрала эти зацепки? Ну, я вижу, что проявляется там какой-то как гвоздь, считывается гвоздь программы. В секторе магии вот ее такой шлейф, такой незаметный, а вот такой вот как гвоздь, вот это у нее эта подключка была такая плотная, и вот там что-то есть в этом. Угу. Кто там в секторе магии находится, приказываю проявить согласно физической ДНК. Так, этот гвоздь как бы шляпкой в ее пространстве, а уходит куда-то вниз, прямо в сектор духа, черного духа. Угу. Что это за дух? Приказывает там Я духу проявить. слышу, это фокус на какие-то экстремальные, фокус на экстремальные практики, вызывание духов. Считывается цельнозор. Он находится у нее под ногами ментально. Это сектор духа. Ну, как человека, вот так, как вверху как бы дух первотворца, сияющий, а внизу дух... Духи смерти. Да, дух Люцифера, как мы говорим, антимира, матрицы, ну, смерти, вот этого. И там вижу, стоит такой колдун. У него как-то странный, очень вытянутый. Шапочка как будто бы уже не как у колдуна, а как у шута какого-то, на такой веревочке. Вместо лица маска. И на бекрень перевернулась это, ну как шут такой. Вот. И держит вот так в руках вот этот диск, на котором эти шары, вот, в котором вот есть еще энергия ее сына Артема. И считывается, что она передала сама Артему иглу сознания дьявола. Сейчас. Я спрашиваю Людмилу, видит ли она это, и вот вижу, она вот находится как будто бы по колено в таких энергиях. Они какие-то как чавкают, как будто бы такая мутная жижа. И я вижу, что в эфирном плане оно выглядит вот так, что она берет вот этот символ цельнозора, как будто бы вот так прямо на лоб Артему. И вдруг слышу «Илюша». И это как колесо такое. И вижу, как я слышу передача данных. И в этот момент я слышу подноготная владыки демонов передалась по родовым генетическим каналам в пространство ее мужа. Почему он мужем считывается? Артем. Сейчас я посмотрю. Она ему передает, ну правильно. Ее муж, нет, он ушел.
Артем остался как старший А он мужчина. как старший, да, но он как бы вот эту роль, как бы, ну, старший сын всегда как бы играет роль защитника мамы, да, Мгм. его женской части. Так, Сейчас я хорошо. спрашиваю Люду, Да. видит ли она, Мгм. что произошло, пусть она покажет, что... И она берет вот этот символ, а он как змей летающий, ну, игра такая, змея воздушного пускай, да? И такая Мгм. веревочка, как будто бы этот змей улетел. Веревочка оторвана. Там, Мгм. Хорошо, пусть он отказывается передавать этот символ и контактировать с этим цельнозором, с его символами, приказывает Илье забирать его воздействие, пусть выталкивает всю его чужеродную энергию, очищает пространство. я вижу, что Людмила вот так как-то махнула головой. У нее тут проявилось, где третий глаз, извиняюсь за подробности, но просто четко, как женский орган. Мгм. И она вот так как тряхнула, и вот он стряхивается с нее, а в этом органе женском, как такая черная вот эта считывается петля, которая идет от Ильи, но это его пиндер, ну, это как Мгм. типа трахать мозги. Да, это Понятно. гипноз, да. Мгм. Я передаю Людмиле, что ее воля полностью, на все 100% вернуть ее божественную волю, а я слышу согласие. Так, контракт. Мгм. Где это контракт? Я слышу, что согласие передать генетический фонд Ильи, убийцы народов, геноцид наций. Вот идет как переброс кармы Сталина. Мгм. Вот, и прописывание, это вот идет как перепрограммирование генетического кода. И это получается вот так, как пространство ее сына, наследника, и вот так через него это пропускается вся эта, то есть Ответственность карма, вот это вся. карма, карма, и вот он переброс кармы буквально. Вдруг она осознает, что это происходит, и вот так хватает, а здесь на нее, где третий глаз, как будто бы такая считывается вшивая рана, и там такая, как будто бы такая давнишняя рана, которая не заживает, и там какие-то как будто точно вши или блохи Мгм. ползают. И я ей передаю, что ее рациональная часть полностью уже много раз отказывалась, и сейчас на всех уровнях сознания и подсознания отказывается принимать участие и давать согласие, предавать своего сына, и он вдруг вот так вылетает с этого пространства в сектор Первотворца. Там начинается сияние, что Людмила отказывается принимать все воздействия. И я вижу, как она эта книга сама начинает бить. Вот Монну Илью вот так вот бьет. Это книга, на которой этот гипноз привязался. То есть вся магия ищет свои пути, ищет зацепку. То есть ищет гипноз, где было открыто подсознание, где человек впервые был загипнотизирован. То есть где было вот это проявление насилия, магии, гипноза. Я передаю Людмиле, что иррациональная часть полностью отказывается принимать ее, я слышу, во внимание, чужеродные, то есть внимать, то есть прислушиваться к чужеродным, я слышу, властям, к демонам. То есть Мгм. они власти,
Потому что я ей передаю, что не они имеют власть над ее душой, а она имеет власть над своей собственной душой. И она поднимается вверх. Я передаю, чтобы она убрала все чипы, импланты, подключки, освободила свое физическое тело. И от герпеса, от этих подключек, вот она снимает эту с руки, с копчика. Я ей передаю, чтобы она сейчас очистила все ее эфирное пространство внутреннее и настроилась, и в ней вот это идет, да, что эфирные масла очень хорошо работают, чтобы она усилила действие своей воли и на физике. И сейчас в этом моменте возобновила все ее энергетические центры, осознание и очистила все ее личное пространство, пространство ее сына. Артема, а также Оли. А Оля говорит, мы больше не бьемся. Да, прекрасно. Я сейчас говорю, вот я показываю Людмиле, чтобы она сейчас, там, где она находится, вот, чтобы она сейчас наполнилась своим внутренним светом, своим внутренним знанием, энергией. У нее все это есть, и наполнилась этим светом все ее личное пространство, физическое, ее физическое тело, ее физический быт, все, что касается ее разума, ее внимания, пусть наполняется светом, гармонией и чистотой. Я вижу рюмка. Рюмка. Появилась в секторе магии рюмка. Я слышу передача данных. Передача данных. То есть эта программа говорит как робот. Из сектора магии идет. Так, кто хозяин этой программы? Какое-то застолье. Какое-то застолье. Кто-то говорит, мы умерли, но мы живы. Ну, говорит как робот, так интересно, роботизированным голосом. И рюмка такая. Вижу, там какая-то женщина. Так. Что она делает? Тоже считывается как Марина, и она, я слышу, подливает в водку какую-то гипнотическую смесь. Короче, она магичит в родовом древе. Она магичит, она подливает водку. У нее сейчас, ну оно идет так быстро, да, но я всегда проверяю. Сейчас я ее спрошу, потому что идет, что ей выгодно, чтобы вот предки Людмилы устраивали застолья. И она в чарку, я слышу чарка, подливает какую-то адскую смесь. Черная энергия, она выглядит как будто бы змея с таким глазом. Так. Так, что это И за... она вот так прямо идет, я слышу, Артем. Артем находится в пространстве Людмилы с правой стороны, такой серый, маленький. Да, я слышу, взял ответственность, карму. Так. Сейчас я отсоединюсь от Люды, спрошу, могу ли я поговорить с Артемом. С Артемом? Да, она разрешает, вот так его пододвинула. И я сейчас считаю его эфирное ДНК. Артемушка. Артемушка, ребенок маленький. Я спрашиваю Артемушку, почему он такой серенький? А он говорит, что ему грустно, что его мама бросила. А тетя тетя Марина говорит, подливает мне снадобье.
Я спрашиваю, какое. И я вижу, что эта Марина наливает ему водку, ребенку. Сейчас я ее хватану, вот спрошу, что это она делает. Она говорит, что она его спаивает. Как-то показывает, говорит, по миллиграммам. Как-то она, это вот, сейчас зачем это ей нужно? То есть я вижу, что была сделана магия когда-то в роду, и на эту магию той Марины притянулась магия вот этой Марины, потому что я четко вижу эту квартиру и вижу этого ребенка, Артемушку, и вижу, как эта Марина ему подливает снадобье. То ли это... Сейчас я считаю, что это. Что это на физике? Что она действительно Оно что-то... какое-то... Да, это что-то такое, что то ли успокоительное, то ли какое-то... почему-то вдруг раз психотронные. Какие-то химические вещества, да, или по миллиграммам что-то она добавляла? Понятно. Что-то она добавляла, да. Так, Я слышу, что она крала, ну, идет вот так, крала сведомость. То есть идет крала сведомость. сведения. Да. Ну, сведомость это сознание. Сознание. Она по-белорусски прямо звучит, да. Так. А что Артем получал взамен? А взамен я вижу, что он получал вот от этих демонов, ребят, ее дети, это демонические дети. И каждый передавал ему по частям энергии. То есть что взамен? А она вот этим зельем как бы притупляла его сознание, уничтожала его вот внутренний критик. Понятно. Хорошо, передай Артему, что он может отказываться принимать все эти энергии. Это спаивание. Я спрашиваю, видит ли он, что это такое. И вдруг он смотрит туда и видит вот эту черную чарку, в которой эта змея, и эта змея вот так, шо? А я вот так хлоп, как стеклом, и говорю, не шо. Отлично. Я передаю, я говорю, что это Марина, я говорю с Мариной, нарушила коны живого всесвіту, и она вторглась в личное пространство и Людмилы, и ее детей, и ее маленького сына, и она должна понести наказание за это. И я так и слышу, карма неизбежна. И вдруг я вижу, как из Артема буквально вот так энергия эта черная, как будто такое, вокруг него вот это как мешок был, да, такое пространство, как чулан. И он начинает вырастать, его энергосфера вырастает, а этот чуланчик уменьшается, и такие энергии, вот как колючки, были продеты в его пространство. Я передаю Артемушке, чтобы он посмотрел, сколько этих игл, этого всего в его пространстве. Пусть он этой тете приказывает в каждом том случае, когда она, я слышу, ворожила, и вдруг я слышу такой, упали эти свечки, которыми она вот так, то есть она там хорошенько взяла под контроль чужого ребенка. Я вижу, как Артемушка вылетает с этого чуланчика и обнимается с собой, своим высшим я, и они идут вдвоем, как в сектор Первотворца. И у Людмилы вот так идет, как такая энергия, расслабление, такой, знаешь, такое спокойствие. Я передаю Людмиле, чтобы она очистила своего ребенка, что она хочет отменить решение
бросать своего ребенка. Пусть она в тот момент поменяет и останется в эфирном пространстве всегда любящей матерью, всегда близко к своим детям, и пусть возьмет под свою защиту. И вот эта серая штуковина с Артема уходит, а Людмила своим крылом, как ангельским, взяла Артема, и вот его подсаживает, как в сектор Первого Творца, вот туда, и он так поднимается, и она от него отрывает эту серую подключку. Я слышу матричная сведомость. Это то, что навязала это. А это Марина за голову схватилась, а я Людмиле передаю, чтобы она приказывала всем колдунам во всех воплощениях, по всему роду ее, немедленно убирать все воздействия, что она их всех видит. И карму пусть принимают за все негативные последствия. Да, и пусть очищает, пусть Людмила очищает все ее личное пространство и общее социальное от энергии Марины, одной, второй, от этих эгрегориальных структур, от этого всего. Пусть очищает свой разум. Вижу, что как будто бы гребень какой-то у нее, вот этот имплант, как у петуха. А что это такое? Посмотри, что это за энергия. Я слышу клевать себя. Это программа клевать себя. И вот эта программа, как будто бы петух сам себя вот так в живот клюет. Это программа самоуничтожения, самоуничижения и самоуничтожения. Я передаю Людмиле, что она божественная сияющая душа, ее сын, ее дочь, точно так же, как каждая живая душа. А это всего лишь мусор, программы, которые человек хочет выполняет, хочет не выполняет. Это ничто. Пусть она уберет, заберет всю ее энергию, которую она давала этим матричным энергиям, пусть всю волю собирает себе. И вот сейчас я вижу, у нее такие руки появились, вот, все сработало. И она берет своих детей и вот так поднимается. Помнишь, я говорила, что руки такие проявились, как будто бы постоянно направленные. Какие-то металлические были? Нет, не металлические, а там были и металлические, а ее руки были живые, сияющие, которые направлялись в сектор интерферентов, чтобы забрать детей оттуда. То есть это внутреннее вот, осознание миссии, очищение своего рода, своей личной ответственности. И вижу снова эта девочка, которая вот возле стола, она вот так выбрасывает это изо рта. Я вижу, как она переворачивает этот стол вверх ногами. И скатерть получилась внизу, а ноги такие у этого стола вверх торчат. Одна нога пропала, одна пропадает еще, третья пропала, а одна такая черная еще искрится как-то. Я передаю Людмиле, черная, магическая, чтобы она убирала все подключки. Что это такое? Интересно, что-то наш шкварчит там. Так. Черная нога, где она находится по отношению к ментальной карте? В секторе магии. Кто там магичит, приказываю проявиться согласно физической ДНК. Там никто не магичит, там идет, я слышу, расщепление сознания. Вот это оно и шкварчит. Я передаю Людмиле, чтобы она восстановила свою работу внутреннего критика, свою цельность своего сознания и передала это по генетическим древу своим детям и вниз, и вверх, и по веточкам, и по корням, целостность сознания. И вот вдруг эта чарка снова проявляется черная, разбивается, и Людмила вот так вытаскивает подключку у себя ну, как бы с нижних чакр, да? Вот, я передаю Людмиле, чтобы она отменила принимать. Вот, а эта женщина, которая выпила эту магию вот в ее роду, она выплевывает
И эта подключка вся уходит. И Людмила поднимается вверх, я передаю ей, чтобы она стерла со всех информационных полей и сожгла все эти негативные энергии, отсоединилась от всех и от всего, и вошла в то пространство будущего, и пусть оно станет навсегда настоящим, радости, гармонии, процветания, здоровья. И вижу, как у нее рука, вот так буквально, как будто бы какая-то электрическая штука вот так проходит, и сжигает вот эту черную энергию. И на копчике эта энергия тоже вся сжигается. Я передаю, чтобы она убрала из своего пространства все чужеродные программы и раскрутила этот вирус герпеса, потому что это всего лишь информация, и наполнила каждую клеточку ее живой плоти энергией гармонии, абсолютного здоровья, кодами долговечности, жизни, процветания, и передала эту информацию своим детям, своим внукам, то есть веточкам и листочкам, и своим корням. И пошла информация о восстановлении рода. И вижу, что вот такая большая энергосфера стала внутри, считывается как будто древо, но на этой энергосфере такой вот, как ремень с пряжкой, с такой так. Угу. Что это за ремень? Что это за энергия? Он находится вот с правой стороны, а слева его как-то не видно, а только с правой стороны, сейчас посмотрю. И от этого ремня он как будто бы такой имеет цвет, вот как эти в предыдущем сеансе были эти мумии. Я слышу родовые программы, искажения, внутриутробный плод. Вот. И вижу, что от этого ремня идет вот такая подключка прямо под ноги. Я слышу передача данных от матери к ребенку. Нарушение симфонии. Так, сейчас я смотрю. Когда это произошло? Сейчас я посмотрю. Я слышу, что это в глубине сознания. Я как будто бы попадаю в чрево матери. Там зарождающаяся жизнь. Я слышу гормональный дефект. Что это за дефект? Я нахожусь в пространстве вот этого детского места. Оно считывается как матрица, который прикреплен уже. То есть ребенка там еще нет, но уже как бы все приготовлено, а душа находится еще в пространстве, в другом пространстве, где ее бросают. Как будто бы ее взяли вот так за голову и так просто пух. Так и звучит. Есть украинское слово «жбурнуты», то есть как бы толкнуть, но такой более живописный контекст, да? Без согласия. Вот. Толкнуть без согласия. Кто этот ребенок, Виктория? Ну, я вижу это... Ну, она еще не ребенок, она находится как в секторе первотворца, и у нее, ну вот так, будущего, да, вот с этой стороны миссии, вот там, и у нее какой-то предмет, знаешь, как цветик-самоцветик считывается, но я вижу какой-то такой один предмет, у которого только один лепесточек. Сейчас я посмотрю. И она вот так пальцами держит этот лепесточек.
Я слышу миссия сознательного выбора. Как бы выбор без выбора, что ли. Поспрашивай ее, что это за выбор, что она выбирала, из чего выбирала и почему. Я вижу, что появляется снова эта корона, которая была на Марине. Черная. Вот, да, черная магическая корона. Я слышу сознательный выбор. Сейчас, а что это за черная энергия? Кто хозяин этих энергий? Приказывай Я хозяину. вижу огромный, как рептилия, как будто динозавр, с таким какой-то хохолок сзади, странный, вот так вот. Как продолжение такого там мозг или что такое, на вынос, знаешь. Ну, что-то такое бывает такое. Вот Нарост. Нарост такой, да, сзади вот так. И он идет, такие ноги толстые, такой хвост. Когда он идет, то такой звук тяжелый. Сейчас ему приказываю отвечать, кто он такой. Он говорит, что он управляющий ее сознанием. Так, приказываем проявиться согласно его истинной эфирной ДНК. А сейчас проявляется как будто бы такой эфирный человек, который сидит и пишет что-то. Так. Он привязан к этому шпилю, к этому гвоздику, который был. Приказывай этому человеку назваться, кто он такой. Истинно приказываем ему говорить. Он говорит, что он выбирает, кем ей родиться, и предлагает ей книгу жизни. Он говорит, что он испорченный ген. Так. Он говорит, что он испорченный ген, и он считывается вот как людоед. Приказываем отвечать, и как мы его знаем, кто он такой. Сейчас проявился змей, как этот библейский змей. Я слышу дух признания. Дух признания какого-то, и оно так вот шлеп, как будто бы произошло такое соединение чего-то, как магнит, как магниту. Коллаборация. Так. Что? Так, кто этого духа хозяин приказывает проявиться согласно эфирной ДНК? В секторе магии такие малюсенькие появляются два человека, считываются мама и папа. И папа стоит как будто бы над мамой и смотрит, как будто бы, я слышу, генетический слепок. То есть что получилось. И считывается дефект сознания. Так, хорошо, Виктория, давай пока вернемся к тому моменту, когда она там светик-семисветик, этот лепесток. Да. Что происходило? С кем-то она говорила, что она выбирала? Спроси у нее. Я вижу, что вот эта рептилия с этим отростком на голове предлагает книгу жизни. И оно так и звучит. Выбор без выбора.
И я Почему? вижу, как под эти листочки, сияющие в этой книжке, он подкладывает между листочками такие черные энергии, оно как копировальные бумажки. И она, когда пишет, что-то там пишет, сейчас я посмотрю, что, то он как бы копию себе забирает. Я слышу согласие на воплощение. Почему-то, да. Так, а почему он предлагает книгу жизни? Что это за книга жизни? Вообще, как она считывается? История жизни, будущие события, матрица жизни. Спроси у Людмилы, видит ли она, что этот подкладывает черные листки? Я вижу, что она как будто бы проснулась, как будто бы сонная. И я вижу, что у нее в глазах глазки такие прищуренные, как у китайца. И эти прищурочки, глазики черные. Я сейчас посмотрю, почему они черные. Я слышу, что она отказывается верить. И почему она отказывается верить? Где крючок и зацепка? Почему? Вот эта черная энергия, она считывается как гипноз. И она видит только вот эти сияющие энергии. А в этих энергиях я вижу, как девочка вот эта, которая там со стола кушать брала, она так весело вот прыгает. А ей обещают как будто бы беззаботную жизнь, но какой-то вот контракт хитрый. Я слышу, вдруг прозвучала Марина. И имеется в виду вот та магия, которая была совершена на ее родителей, той Мариной, потом следующая Марина. Понятно. Но она как будто бы, ей это подсовывают, но она как будто бы этого не видит. И подписывает просто этот листок сияющий. А когда она это пишет, то оно продавливается, и на этом черном листе как бы копия получается. Я слышу, что согласие на распространение информации по родовому коду. Вдруг она это все видит, я ей показываю. И она проявляется. Вдруг энергосфера такая появляется, и она так внимательно смотрит и начинает все перечитывать. И она все перечитывает. Я передаю информацию, чтобы она посмотрела, где было нарушено ее божественное поле, и каким образом в этих моментах были завязаны вот эти эзотерические моменты передачи власти над ее душой. И она говорит, что она отказывается брать на себя ответственность, карму петуха. А вот этот рептилоид, он еще и как петух считывается, вот эта такая штука сзади. То есть это два в одном как бы. Я передаю, что Людмила может отказаться, и она вдруг смотрит именно на вот эту, что считывается матрица, то есть вот это детское место, плацента. Она смотрит на эту плаценту, а она считывается как мертвая. Ошибочный ген. Я передаю Людмиле, что это ее пространство жизненное, и она в том моменте сейчас может и исправить тот ген в согласии с ее божественной волей, и таким образом отказаться выполнять, я слышу, роль мученицы, да, и принимать вот эти все события жизни, то есть оставить себе только опыт,
и забирает всю ее божественную силу, мудрость, энергию и расторгает этот контракт с этим рептилоидом. А вот этот рептилоид, он, я слышу, как репрезентует власти дьявола, то есть ложь и магию. Потому что магия держится на лжи, на насилии. И я вижу, как у Людмилы вот здесь, как из-за лба, как будто бы вот так вырастает такая какая-то штука и отваливается. Такая серая, как будто бы клякса какая-то. Как будто бы кто-то что-то вот прилепил. Не кляпс. Не клякса, а знаешь, как это тесто, знаешь? Магический. То есть магический способ мышления. Я передаю Людмиле, и чтобы она очистила все ее пространство, отказалась перенимать это магическое мышление. Я вижу, как этот крокодил, рептилоид, просто отваливается. Хорошо. Пусть она отдает ему карму, все его воздействия. И я слышу, что она взяла ребенка. Сейчас посмотрю, что это она за ребенка взяла. Что это за ребенок, Виктория, посмотри. Это она есть. Я вижу внутриутробно в ее пространстве. Он развивается, становится больше, больше. Я передаю Людмиле, чтобы она, я слышу, извергла все негативные искаженные энергии и программы и возобновила ход ее естественной жизни по ее собственному плану, по плану ее духовной сущности и духовного кода бесконечной жизни, радости, гармонии, и передала это совершенство и гармонию по своим родовым, то есть к корням, к кроне. И в этот момент я вижу, как это ремень так, и отвалился. И она как потянулась вверх, и такая энергия начала вытаскиваться из эгрегориальных вот этих структур вот с этого диска. И ее энергосфера стала плотная. Я передаю, чтобы она сожгла все подключки, чипы, импланты, связывающие ее с антимиром, с этой управляющей энергией. Пусть отдает карму, пусть приказывает всем, кто применял к ней гипноз, магию, обман, забирают карму. Происходит. Хорошо. Выдохнула. Да, я вижу, как это все уходит в портал. Такой красный портал. Так, я ей передаю, чтобы она отправляла, сжигала и закрывала все порталы в ее личном пространстве, отсоединялась от всех, я слышу, импортируемых программ, импортных, ну да, то, что приходит извне. Пусть наполняется собственной силой, энергией, благополучием, здоровьем. Пусть восстанавливает силу и энергию в ее всем теле и в руке, убирает все причины, восстанавливает коны здоровья, долголетия, мудрости, гармонии в ее личном пространстве и в родовом древе. Вот, я слышу, она берет и говорит: Артемушка, ты мой. Вот, воссоединилась, то есть наступило примирение. Все отлично. Хорошо. Да. Отлично. Поднимаемся максимально вверх. Да. Закрываем порталы. Угу. Посмотри сейчас, как Людмила выглядит. Как ангел. Отлично. Спроси у Людмилы, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она нас благодарит. Говорит: я пошла домой. Отлично. Хорошо.
Благодарим ее за труд. Прощаемся с Людмилой. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Поднимайся вверх, проверяй твое личное пространство. Все чужеродное, что там было, склянки, эгрегоры. Да, это все соединяй я и отправляй. этим все сжигаю. Все хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Ну что, здорово. Сеанс великолепный. Благодарю вас. Это такая была сложная работа. И почему столько этих магов и темных сил ко мне как к липучке прилипли прямо? Ну, так они жрать хотят, они хотят кушать. Благодарю от своей души и от себя лично.